Гульзада Мойдунова, проживающая в жилмассиве Кызыл-Алма Джалабадской области, вынуждена всякий раз наполнять водой ведра, чайники и глубокую посуду. Это и понятно, вода их в селе бывает лишь 2 часа в сутки, поэтому за это время нужно запастись вдоволь. Тем, кто живет в частных домах, еще получается выйти из положения, а вот жителям многоэтажек куда тяжелее. Напор настолько слабый, что часто не доходит до верхних квартир. В многоэтажных домах людям, проживающим на 4-м или на 5-м этаже, всегда не хватает воды. Постоянно на это жалуются, им приходится набирать воду прямо в ванну, откуда потом используют ее для мытья посуды, уборки и других бытовых потребностей. Но для питья она уже не годится, поэтому часто приходят к нам и набирают воду в свои канистры. Эта проблема тянется с 90-х годов. Бұл баяғы 3-ші этаждағы, же болса 2-ші этаждағы адамдар чоғылып қойылған бачокта бұл атайдап қойышқан су шыққан уақытта бұл бачокко 2 саат су шығады деп едім бе. Ошол уақытта бұл бачокко су толот. Анан кейін су ішіп қалғаннан кейін бұлар самотек менен үйлерінде су ачқанда башта кішкене условия болу үшін, то есть адамдар өздеріне условия түзүшкөн. Жители, которые могут себе позволить, установили такие мини-резервуары в своих подъездах. Раньше питьевой водой поселок снабжала крупная компания «Кристалл», но она обанкротилась, а проблема осталась. На протяжении многих лет около 5000 человек пользуются водой, которая подается всего лишь на несколько часов. Нехватка воды – наша самая большая проблема в этом поселке. Проблема существует уже много лет, 2 часа в день. Это очень мало. Жители остро ощущают нехватку воды, особенно летом. У многих есть огород, они тоже должны поливать растения. Это еще ничего. Иногда, когда насосные станции выходят из строя, воды нет 2 дня, даже бывает 3. Чтобы помочь жителям, был разработан проект и рассмотрен бюджет на 28 миллионов сомов. Выигравшей тендер компании было выделено 6 миллионов. Уже начали тянуть водопровод. Насосные станции Мы проложили подземный трубопровод от насосной станции до резервуара. Теперь будут установлены 2 резервуара по 300 кубометров, а откачиваемая вода с Шамалдысайской плотины будет проходить нужную очистку и подаваться людям. На выделенную сумму работы почти завершились. Это плотина Шамалдысайского ГЭС. Прием воды осуществляется от реки Нарын к насосной станции с глубины 5 метров. Далее она направляется в резервуар, который находится в 2 километрах от насосной станции, после чего проходит тщательную хлораторную очистку. Жители, которым всегда не хватало чистой воды, рады, что в будущем их поселок регулярно будут снабжать чистой питьевой водой. Компания, которая занимается системой водоснабжения, планирует завершить все работы до зимы. Наргиза Нурмаметова, Бахтыбек Маммацаев, Пирамида, Джалабадская область.